Все, получается, всем привет. Меня зовут Динара, Руслан. Мы сегодня будем обсуждать вообще процесс создания именно Codify LMS-системы. Повторюсь, это LMS-система, которую мы сделали сами за последние 3 месяца. И получается, мы больше, наверное, сегодня сделаем уклон на то, как он создавался, то есть на процесс, а не что из себя представляет этот продукт, хотя эту часть тоже будем покрывать. Поэтому, если у вас будут какие-то вопросы в середине и так далее, спокойно останавливайте и задавайте вопросы, то есть я к этому отношусь совершенно спокойно и даже только за. Quick intro, получается. Меня зовут Динар Руслан, я являюсь основателем и управляющим директором в IT-компании и в Академии IT-профессии Codify. Наша академия была создана где-то год с лишним назад. Также я являюсь председателем правления в Кыргызской ассоциации программного обеспечения и услуг. И я, скажем так, долгое время работала именно в сфере IT в Кыргызстане. Это, если быть точнее, где-то года 4 в Кыргызстане, в компании ZenSoft и в Codify, и до этого в Америке. Codify из себя что представляет? В первую очередь это академия. Мы основались в 2019 году, где-то в начале лета, в конце весны. Мы обучаем по 12 разным направлениям. У нас более 130 студентов, начиная от программирования, дизайн, графический дизайн, проектный менеджмент, тестирование, и так далее. В рамках именно Codify Академии мы использовали очень много различных LMS-систем. Самый первый, который я попробовала, это был edX. Мы потом попробовали Moodle, потом попробовали именно Cloud-версию, потом on-premise у себя установили, потом мы попробовали Google Classroom. Потом сейчас, самое последнее, наверное, мы использовали Teachable, она платная версия. Но в итоге мы поняли, что в рамках своей собственной академии нам достаточно сложно именно закрывать все свои, скажем так, нужды одной LMS-системой. И поэтому мы интегрировали Slack для общения, мы интегрировали Google календарь для именно календаря всех занятий, мы интегрировали HubSpot для CRM-части, Google Meet и Hangouts для видеозвонков, еще для отчетности у нас есть A1S и различные Google Sheets по разным группам. И посещение у нас тоже именно в рамках Google Sheet'ов. И поэтому мы решили сделать свою LMS-систему, наверное, в первую очередь для своей академии, чтобы перестать пользоваться там 5-6 разными системами, чтобы просто пользоваться одной. В рамках Codify именно экосистемы у нас есть еще консалтинг. В рамках консалтинга мы работаем с различными компаниями, IT-компаниями, с международными организациями, с High Technology Park мы сотрудничаем, и с такими компаниями, как Number. Я, кстати, сегодня нахожусь в офисе Number. Так, получается, и Codify Solution. В рамках именно Solution мы делаем различные продукты. Это как раз наша LMS-система, про которую мы сегодня будем рассказывать. Наверное, прежде чем мы вообще начнем обсуждать, как вообще LMS-система создавалась, зачем, почему, я бы хотела, наверное, остановиться на моменте вообще, как делаются продукты. Существует очень много разных методологий. Мы это называем SDLC, это Software Development Lifecycle. И в рамках вот этого вот жизненного цикла создания продукта есть различные методологии. Мы в рамках создания Codify именно продукта LMS, наверное, больше придерживались agile такого канбана, чуть-чуть микса со скрамом. Почему? Потому что у нас изначально был лимитированный бюджет, лимитированная команда, которую у нас было всего 3 месяца. И разработку мы изначально поделили на 3 этапа, то есть V1, V2, V3. И это было сделано осознанно, то есть мы прям осознанно себе сказали, у нас есть 3 месяца, вот такое-то количество денег, вот такая-то ограниченная команда, что мы будем делать? И мы примерно использовали вот этот вот такой цикл, где мы начали с идеи. Идея создания вообще Codify LMS была еще с прошлого года, с 19-го, то есть мы про это долго говорили, что надо бы создать свою систему. Но вообще не было четкого понимания, а зачем? То есть существует же вот там бесплатный edX, там Moodle, есть Google Classroom, и так далее. И мы все время пытались каждым из вот этих систем пользоваться, и мы себе говорили, может, вот это подойдет, может, вот это подойдет. И как раз, когда
мы вот вынуждены были перейти полностью онлайн, то есть в Codify Академии всегда была онлайн-система обучения, но она такая миксовалась, то есть blended format of education, то есть мы миксовали ее с офлайн встречами, с офлайн звонками, там, с офлайн какими-то, я не знаю, брейнштормингами, ну и так далее. Но когда вот в марте мы полностью перешли в онлайн, мы поняли, что даже вот платная версия Teachable, она нас полностью не устраивает. И вот тогда мы себе сказали, короче, ладно, мы будем делать свою Learning Management System, только это не просто Learning Management System, это еще и CRM-ка. То есть мы полностью интегрировали все функции HubSpot, все функции там Google календаря, Google Meet туда же внедрили, потом функцию чуть-чуть 1С, потом вот этих журналов классных, посещаемости, геймификации, ну и плюс LMS-систему мы все интегрировали вот такую в одну систему. Мы идею вот для себя точно сформулировали в марте, и в конце марта-в апреле мы начали делать такой легкий research. Research начался именно с того, что мы вообще сказали себе так, ладно, если мы начнем делать свою систему, то будет ли она пользоваться только в нашей академии, использоваться, либо для других школ и университетов тоже. Ну и мы сделали опрос среди школ, университетов и так далее, там, различных образовательных учреждений, поняли, что это будет использоваться не только у нас в академии, но вообще эта система будет нужна для многих образовательных учреждений в Кыргызстане, потому что как таковых продуктов на местном рынке просто нету. Есть, по-моему, 2 продукта мобильных, один привозной, один местный, но они все-таки с уклоном в мобильные, чисто под школы. То есть они не подстроены под все образовательные учреждения, у них нету части CRM, то есть административной части. Ну и вкратце, если по чуть-чуть, то вот у нас ideation начался, вообще идеи начали прорабатывать в конце марта, research мы начали делать вот уже в апреле, опросы, все такое. В марте у нас начался дизайн, ну и прототипы development мы начали уже в июне. Также в июне мы, в принципе, начали сразу документировать, на месте сразу же тестировать, там же его уже, в принципе, релиз выпускать. И CRM-систему мы зарелизили внутренне у нас, получается, в конце июня. Потом, вот, ну, получается, V1. Потом мы обратно вернулись к дизайну, к прототипу, к development, и V2 мы закончили в конце июля, то есть уже LMS-ную часть вместе с дневником, с календарем занятий, все такое. И мы его уже сделали демо, и в конце августа у нас уже есть где-то 10 школ, которых мы собираемся отдать на релиз, чтобы они уже начали пользоваться. В конце марта, в апреле у нас пришла идея, в апреле мы начали думать, что делать. Почему? Потому что у нас, как вы видите, мы использовали, то есть, например, WhatsApp там, для общения с нашими студентами, Telegram, там, например, Google Calendar, Google Meet и Teachable и Google Classroom мы использовали как LMS-ку, потом 1С и Google Доки мы использовали для вот нашего документооборота. HubSpot мы использовали как CRM-систему, в частности, то есть сколько студентов у нас сейчас там хотят попасть на эти курсы, сколько у нас в очереди ждут, какая группа, какого ментора, когда набирается, ну и так далее. Ну и все остальные Google Тулы. И тогда мы решили, что ладно, ребят, давайте уже все это объединим в одну систему, и тогда вот, ну, скажем так, это вот ideation часть. Сам процесс разработки выглядел примерно так. Как я уже сказала, обязательно анализ местного рынка был проведен в апреле, плюс еще CastDev мы сделали. Что такое CastDev? Это Customer Development. Мы сделали очень много опросов среди наших студентов, преподавателей, среди университетов, школ, курсов. Потом мы долго определяли вообще сам функционал, то есть что должно зайти в эту систему вот в эти 3 месяца. И самое главное, что должно зайти в первую версию, то есть V1 в рамках июня, потом в рамках в июле, что мы должны разработать, и в августе, что мы выпустим. Почему 3 месяца? Потому что в сентябре уже все школы возвращаются, учебный процесс начинается. Поэтому мы точно знали, что у нас есть только 3 месяца,
чтобы выпустить законченный продукт, который уже протестирован, где уже stress and volume тесты проведены, где у нас уже фидбэки собраны, где все итерации проведены, чтобы в конце августа уже там, например, как минимум 5-10 школ могли его интегрировать у себя. Поэтому, как вы видите, это не было такое, что вот один такой процесс, и мы начали его вот до конца августа закончили. Нет, у нас был маленькие итерации, и каждый мы закончили в 1 месяц. То есть 30 дней, это в 4 недели, в каждой неделе длительностью там мы что-то должны были закончить. У нас были, если относительно процесса, еженедельные встречи для отслеживания прогресса. Что это значит? То есть, например, мы в конце мая уже определили дизайн, итераций в 3 версии, в 3 месяца, команду, и мы определили так, то есть в первой версии, то есть в первой итерации в июне у нас будет 4 недели. В рамках этих 4 недель мы должны закончить CRM-систему. Почему CRM-систему? Потому что это в первую очередь, что мы хотели протестировать и внедрить в Codify Academy. В рамках 4 недель на каждую неделю мы поделили какой-то функционал. То есть в первую очередь мы создали возможность создания курсов, в вторую очередь возможность создания студента, в третью очередь возможность создания ментора, и 4 неделей мы это замкнули, то есть возможность оплаты. Итого в конце июня наша система уже мы могли создать курс, то есть там курс JavaScript длительностью в 6 месяцев, максимум 12 студентов, оплата в месяц такая-то, за 6 месяцев итого 60 тысяч, там ментор такой-то, потом возможность создания студента, имя, фамилия, дата рождения, с какого канала они к нам пришли, как оплата, их контракт, потом ментора, и все это соединили. В конце июля у нас тоже LMS-система, и в конце августа у нас тоже там определенные итерации были поделены. И поэтому вот еженедельные встречи мы обязательно созванивались, это в Google Meet и в Hangouts, и в рамках Slack распределяли задачи, в Jira уже попадали задачи для разработчика, и как бы вот это вот мы уже итеративно повторяли. Продвижение продукта, если вы видите, оно было не там в конце. Продвижение продукта началось в июне. То есть мы начали разрабатывать систему, мы сразу же начали про эту систему уже рассказывать. То есть что мы собираемся сделать, какой функционал там будет, для кого он подходит. Почему это нужно? Потому что есть такой подход вообще в IT, когда как раньше, то есть вы сперва там год-два строите систему, потом еще там полгода-год продвигаете его, и только на 3-й год она у вас начинает монетизироваться. В современном разработке в подходе вообще правильно так, что вот вы начали разрабатывать продукт, или он у вас еще даже не готов, или вы только его начали планировать, проектировать, в рамках Кастева от вопросов клиентов, помните, я сказала, мы делали в апреле, в мае, вы уже начинаете прикидывать, кто ваши потенциальные покупатели. Почему это важно? Потому что когда ваш продукт уже закончен и готов, у вас должно быть как минимум от 5 до 10 клиентов, которые уже готовы эту систему использовать. Это не сколько даже ради денег, чтобы она сразу монетизацию приносила, а сколько, чтобы понимать, что вы делаете правильный продукт под кого-то. Потому что самая главная ошибка всех IT-команд, они думают так, у нас гениальный разработчик ее делает. Потом они тратят 3-6 месяцев, иногда даже год, и потом только понимают, что что-то не так с их продуктом, потому что за него никто не готов платить. Вы идею опрашиваете, вы только начинаете разработку, вы уже делаете демо и продвижение продукта, чтобы к окончанию вашего там, первого или второй итерации у вас уже есть список клиентов, которые готовы его использовать. Давайте остановимся на каждом этапе подетальнее. Что значит анализ рынка? Анализ рынка – это не так, что… Я просто видела, как многие ребята делают анализ рынка. Это не прям такой детальный план по анализу вообще существующих приложений, потенциального рынка, потенциальных пользователей, потенциальных компаний, которые будут пользоваться, определение функционала, который им нужен, определение стоимости, которую они готовы платить и так далее. Это так, что типа анализ рынка, он проводится в несколько этапов. В первую очередь нужно определить вообще, есть ли рынок. Как определяют, есть ли рынок? То есть вы понимаете, сколько у нас образовательных учреждений там, в том же Бишкеке или в Кыргызстане или в Центральноазиатском регионе. То есть, там, например, столько-то частных школ, столько-то курсов, столько-то
там университетов, столько-то колледжей, столько-то государственных школ. Сколько из них оцифрованы, то есть какие из этих школ пользуются определенными LMS CRM-системами. Потом вы понимаете, что когда вы как раз опрашиваете, если они пользуются какими-то системами, вы понимаете свою конкуренцию. Потом вы понимаете, сколько они платят за эти системы. Потом вы делаете сравнительный анализ цен, и потом уже своим потенциальным клиентам предлагаете, если мы вам сделаем вот такой-то функционал, вы будете за него платить? Они должны сказать «да», «нет». Когда они говорят «да», вы должны спрашивать, сколько вы будете платить за этот функционал. Потом вы должны определить, а за какой именно функционал вы готовы платить дополнительные деньги. И потом вы должны понять, а LMS-системы, в чем слабости, в чем сильные стороны. Например, мы точно знали, в чем плюсы, например, Google Classroom, в чем минусы Moodle, в чем плюс edX, в чем плюс, там, например, того же Teachable, там, Canvas и так далее и тому подобное. Почему? Потому что мы непосредственно это все использовали. Но смысл все равно не в том, чтобы эту систему разработать только под Codify, поэтому мы все равно сделали этот опрос среди школ. Потом мы вот определили ключевых, наверное, 3 момента, на которых мы решили сконцентрироваться. В первую очередь, образовательные учреждения не пользуются никакими CRM-системами. То есть у них все либо на бумаге, либо в Excel-счетах, либо в Google Доках, либо у кого-то в голове. То есть мы единственная школа, которая пользуется, там, например, HubSpot. Ну, еще пара пользуется, возможно, там, Bittrex и все. И поэтому мы поняли, что CRM-система – это вот ключевой фактор, который должен быть в нашей системе. Второе – это LMS-платформа с необходимым функционалом, который в себе содержит все лучшее из существующих на рынке, то есть из Google Classroom, Moodle, там, edX, Teachable, это всюду. И самый ключевой момент – это возможность оплачивать. Почему? Потому что все вышеперечисленные образовательные вот эти LMS-системы в Кыргызстане, которые существуют, ни у одного из них нет возможности оплаты именно на местный рынок с интеграцией в местные банковские системы, платежные системы. И если они даже есть, там комиссия ужасно огромная. И поэтому наша задача была вот сконцентрироваться на оплате через карту, причем автоматической, с низкой комиссией. Здесь я вижу все домашние задания на сегодня, на завтра, на следующую неделю. Здесь я вижу все свои предварительные оценки и баллы. Смысл в том, что когда вы делаете прототипирование, это еще не разработка. Вы под анализ рынка, под опрос ваших клиентов, под их требования, вы делаете определенные прототипы. UI, UX скрины, которые вы потом к ним приходите, показываете, вот это вам будет удобно или нет. Мы же эту систему делаем не для программистов, а делаем для обычных учителей, школьников, студентов, детей, их родителей. То есть и поэтому мы сделали целый опрос. То есть вы заходите на вот этот скрин, и вам уже, в принципе, понятно. Объявление, ага, русским текстом, расписание. Вы нажимаете, видите расписание, вы видите свои уроки, оценки, домашние задания. Здесь вот дневник. Смысл в том, что без объяснения вот прототипирование должно быть понятно. Мы потом поделили эти дизайны на 3 этапа. Как я уже говорила, разработка CRM-системы, просто потому что таких систем вообще не существует. Потом сразу же тестирование. Причем тестировали мы на базе Codify. Июль мы поделили именно Learning Management систему и внедрение в Codify и обратно Feedback Collection. И в конце августа, в частности, в 20-х числах, мы это уже отдаем, по-моему, где-то 10 школам. Смысл вот этого – это итеративный процесс, чтобы не тратить много времени. И вот в рамках уже вот V1 мы, когда начали уже V1 в июне разрабатывать, в частности, вот именно вот эту CRM-систему, где можно создать, мы его сразу же начали демо делать. Демо сделали мы как минимум 2 школам. Вот здесь вот в рамках просто первой итерации, у нас LMS-система еще не готова. Потом уже в рамках V2 мы начали уже делать LMS-систему и уже внедрили CRM-систему в Codify. Чтобы вы понимали, мы уже на 2-м месяце разработки это уже внедрили и начали тестировать в нашей академии. И в начале августа мы уже сделали вот более 10 образовательных учреждений, которые готовы тестировать систему. И уже к 3-му месяцу, в августе, мы уже дорабатываем систему на основе рекомендаций. Тестирование вот Codify LLMS мы тоже не просто так взяли, придумали.
Мы это сделали так, что в первых 2 школам, когда мы начали показывать в конце июня, мы у них спросили: «Ребят, а вам как будет удобнее, чтобы вы выкупили продукт, чтобы вам его дорабатывали, но у вас была ежемесячная оплата, ежегодная оплата?» И нам сказали, что, в принципе, если вы дадите нам на 1 месяц на бета-тестирование, а потом у нас будет техподдержка консультации, то мы там готовы с вами работать, и плюс еще дальнейшая доработка будет. Планировали, что последующая выкатка будет где-то в октябре. Что это значит? То, что в первые 3 месяца мы заложили только веб-версию, чтобы можно было на компьютере его просматривать и работать. То есть на компьютере, на лаптопе и так далее. Почему? Потому что мы не хотели тратить время и деньги, и ресурсы на мобильных разработчиков. То есть у нас только 1 человек занимался вот веб-версией. Как бы октябрь-декабрь мы уже выпускаем чисто мобильную версию, которая уже доступна, ну, по крайней мере, сейчас мы планируем андроидную версию, которая будет уже позволять и аналитику вести, и работать со студентами, с их родителями, с учителями, с преподавателями, причем которая подходит для всех видов образовательных. Это наша команда. Я была ответственна за именно продукт менеджмент и именно как бы project management. Алия у нас была ответственна за UI, UX, дизайн и аналитику, так же как продукт менеджмент. Алишер у нас и тимлид, архитектор и разработчик, все в одном лице. Айдана у нас, соответственно, как раз за демо, продвижение продукта, SSMS. Джиргал у нас, она управляющая в Codify Академии, она как раз и внедряла в Codify Академию и итеративно каждую неделю нам давала фидбэки. От чего вы отталкивались и как вообще проходил этот процесс? Как правильно поставить цену, чтобы это было действительно? В первую очередь мы отталкивались от себестоимости. И когда в одном сервере у нас не одна компания содержит, а несколько, тогда, в принципе, на сервер у нас нагрузка чуть больше, но стоимость не такая высокая будет. И вот это вот был как бы первый критерий, это себестоимость, определение, сколько машин, серверов, базы данных, мощностей у нас именно поддержка одной школы будет занимать в месяц. Второй критерий — это был конкурентный анализ. То есть, например, за Teachable мы сейчас платим где-то 40 с чем-то долларов. Там, например, в 5-10 раз больше функционала за ту же стоимость, что, например, как бы Teachable дает в нашем регионе. И третье, это мы прям опрашивали каждую школу во время демо и спрашивали, вот если мы вам решим вот эти ваши проблемы в рамках одной системы, сколько вы готовы платить? А если же, например, у компании команда небольшая, как правильно распределить, чтобы они оказать услуги и компании, и при этом основную свою работу могли выполнять? Именно техническую поддержку вашего продукта, кроме вас и вашей команды, никто лучше вас не сделает. Почему? Потому что некоторые школы даже приходили и говорили, можно мы просто как бы купим у вас продукт, но мы сами себя будем сопровождать и все такое. Я им говорила, конечно, без проблем, но учитывайте, что у вас человек, который будет сопровождать, должен знать DevOps, как сопровождать сервер, базы данных, должен уметь делать тестирование, что вы в каждый месяц, в каждую итерацию, в каждую неделю в спринт закладываете как минимум там 20% именно на технический суппорт, и только 80% вы делаете на разработку. С какими трудностями столкнулись при создании этой программы? В первую очередь, наверное, был страх того, что рынок это не примет. Почему? Потому что по советскому бумажному подходу, когда у нас такие желтенькие дневники, где там он заполняет имя, фамилия, оценки, потом все контрольные пишутся там на вот этих вот 2 этих листочках, потом наши заучи, учителя, все-таки люди в возрасте, которые привыкли только к таким бумажным, там, я не знаю, системам, или в рамках ковида, наверное, это очень был такой толчок и благоприятный момент для вообще всего рынка, чтобы понять, что необходимость цифровизации, необходимость интеграции различных систем. И даже мы вот в Codify Академии, при том, что мы там себя позиционировали типа такие там хай-тек академии, мы даже поняли, что со всеми нашими инструментами нам было сложно контролировать чисто вот прям фуллово онлайн и дистанционное образование. Потому что нам приходилось внедрять столько приложений, чтобы вот эту экосистему воссоздать для каждого студента и их родителей в рамках онлайн. Вот.
И поэтому в первую очередь сложность была это, наверное, для самих себя определить минимальный функционал, который мы сможем объяснить и внедрить. Второе — это внедрить это реально в какую-то школу. И третье — постоянно оставаться вот не так, что уйти там и создать какую-то ракету, которую там мы сами хотим построить, а постоянно возвращаться к нашим потенциальным пользователям и у них спрашивать. И мне кажется, вот это ключевой момент вообще в любой разработке. Всегда делать CastDev, всегда возвращаться и спрашивать у своих потенциальных пользователей: вы будете вот этим пользоваться или нет? Если нет, то чем вы будете пользоваться? Если мы вот это сделаем, вы будете за него платить? Если платить, то сколько? Были ли такие случаи, где школы, например, отказывались от какого-то функционала? Например, это им не нужно? Да, очень часто. Во время демо многие школы говорят: а нам вот это не нужно, нам только хватит LMS. Или нам вот это не нужно, нам только хватит вот это. И мы им говорим то, что, ребята, это не так, как в других там системах, где вы доплачиваете за что-то. Это вся система, экосистема полностью для автоматизации образовательного учреждения стоит вот столько, и все. Какой частью системы хотите пользоваться, не пользоваться, это ваша проблема. Но мы вам рекомендуем всю вашу школу полностью перевести на нее, просто потому что мы не будем дополнительно с вас брать деньги за то, что вы пользуетесь или не пользуетесь какими-то частями системы. И мне кажется, для них, вот для многих был вот это таким сюрпризом, типа, как это мы не должны доплачивать за это? А какой следующий шаг после маркет-анализа? Так, следующий шаг после market research — это уже прототипирование. Почему? Потому что когда вы начинаете делать какую-то, сразу же начинаете разработку, вы потом уже на прототип идете, делаете дизайн, дизайном либо параллельно, либо после делаете документацию, это уже переводите в техническую документацию, загружаете уже в Jira или в какой-то Project Management Tool, который уже отдаете разработчикам. Вы со своей командой уже проектируете, прототипируете, дизайните и делаете research второго этапа итерации. И это такой итеративный процесс, который, если можно сказать, то он бесконечный, пока вот продукт будет уже не финальный, не готовый. На это уходит иногда пару лет. Дина, какие советы вы могли бы дать, например, по анбордингу клиентов? Как лучше к этому подойти? В первую очередь вы делаете демо. Во время демо вы прям сами проходите, объясняете, как пользоваться этой системой и каждым функционалом. Отвечаете на вопросы. Потом вы им даете доступ к системе. Заметьте, вы доступ к системе даете только после того, как вы сами сделали демо пошаговое. Потом вы даете им, например, от пары дней до пару недель, в зависимости от сложности системы, чтобы они им попользовались. И потом собираете их фидбэки. На фоне фидбэков вы им делаете второй звонок или там встречу, чтобы объяснить. И потом уже договариваетесь, именно подписываете контракт, где вы договариваетесь, что какого рода контракт вы там, например, подписываете. Потому что непонятно, какой CMS вы использовали, Moodle, Classroom. Мы сделали все с нуля. Почему? Объясню. Потому что мы, опять же, возвращаясь с прошлого года, как мы открыли нашу академию, пользовались edX, Moodle, Teachable, Google Classroom, и в итоге я запарилась каждый раз уже в процессе понимать, что у какой-то системы чего-то не хватает. И поэтому, чтобы этого избежать, мы хотим все встроить в одну систему. И CRM, и CMS, и LMS, и кодовую базу, и все-все-все. Так что да, Алишер это разрабатывает с нуля. Как у вас с видеочатом, обычным чатом, имеется ли у вас он в системе? Угу. Стриминговую систему мы не разрабатываем, ну, по крайней мере, не сейчас. Почему? Потому что, работая в сфере IT разработки достаточно долгое время, я прекрасно понимаю, как долго и дорого строить свою стриминговую систему. Поэтому мы просто внедряем уже существующие стриминговые системы, как Zoom, Google Meet, Google Hangouts, нашу. Вот у меня, например, вот примерно вот так будет выглядеть мой календарь. Я захожу в него, и у него будет вот такой уже там Google Meet или как бы Zoom, я на него нажимаю, я попадаю сразу же в электронную, вот свой онлайн-классрум, будет сразу же запись этого урока, и эта запись урока сразу же будет складываться в программу. Следующий вопрос. Какие способы геймификации вы внедрили, и что из этого дает больше результат? Так, геймификацию мы в процессе внедрения, в частности, геймификация — это баллы.
Что это значит? То есть каждый студент будет видеть свои баллы относительно своего посещаемости, домашних заданий и так далее. Мы это в конце месяца каждый балл, то есть все баллы суммируются, и если это выше какого-то, то студент может использовать эти баллы, чтобы это монетизировать во что-то другое. То есть, например, получить реальную скидку у нас в академии, там, обменять это на наушник, на там, колу, печеньки, поход в пиццерию со своей группой, командой, там, на там, мерч, футболку, кепку, там, Codify, там, стикеры, ну и так далее. Мы это сейчас тестируем на основе именно групп по подросткам. Если это все хорошо пройдет, мы это будем внедрять для взрослых групп тоже. А те, кто живут за рубежом, могут онлайн у вас заниматься? Да, да. У нас очень много студентов, кстати, за границей. У нас много студентов с регионов. Особенно мы вот раньше, если у нас был такой blended формат, то есть половина онлайн, половина офлайн, из-за вот ковида у нас очень многие группы запускаются чисто онлайн, либо blended. И вы заранее как бы спрашиваете, это онлайн как бы курс или не онлайн. Если это полностью онлайн, то вы можете заниматься откуда хотите. У нас много студентов, как ни странно, с Америки.